рассказывал про реставрационные работы, дубль шлюпки «Якутск», реплика, копия которого сейчас в Якутске, его планируют сделать, ну, поставить на воду. Он будет ходить. Это не музейный экспонат, это будет действующий. Причем большая оргработа. Спасибо нашему председателю правительства, он сам тоже с мореходку закончил во Владивостоке и университет морской, поэтому, видимо, продавил. И есть организации, которые будут на балансе держать, будут, которые выходят. Значит, у нас сейчас мы тоже ведем запись для того, чтобы тоже вот наш переговорный процесс отразить. И мы поедем на почту России, и вот почтовый ящик, который мы заполнили маленьким количеством, мы его довезем, но мы объявляли, что акция с 11 до часу. То есть, кто хотел, тот пришел, но вы сами понимаете, что могли в любое отделение почты пойти и сделать. Мы все-таки постарались наши договорные вещи распространить везде, и поэтому по договорам открытки у нас распространяются, ну плюс еще остальные. Люди все ждут дополнительных розыгрышей конвертов, Валерия. Все в восторге от космонавтов, которые приветствовали. И журналисты вообще сказали, что в год столетия республики только нас поздравили космонавты с годом столетия. То есть общественная акция поднялась в высочайший уровень, потому что госорганы не смогли добиться, а Валерий смог. Где он вообще что-то вылетел? Валера первым зашел и что-то не смог подключиться. Надо ему написать, что... Так что от республики журналистов махтал, интервью пришли, взяли. Ну, новостных нету, но мы не считаем, что мы госакция. Мы общественная такая акция, которая необходима. Ну и считаю, что мы плотненько поработали последний месяц, наверное. Оргкомитет у нас такой плавающий, но вот исторический парк, конечно, с его могучей инфраструктурой. Здесь и пиарщики есть, и магазины, и распространители, ну и канал выдали. Да, Валерий у нас, герой наш, снова подключается. Пожалуйста, я могу говорить долго, давайте слово дадим Ильдару Иннусовичу. Пожалуйста, вам слово. Нас записывает, если что. Здравствуйте. Вам пламенный теплый привет из Петербурга. Здесь осень, хорошая погода, воскресный день. Я, конечно же, по пути на почтовое отделение, чтобы принять участие в акции, отправить почтовую открытку в Якутск. И такая немножко сентиментальная, может быть, история. К своему юбилею на день рождения я получил более 200 почтовых открыток. Это, конечно, очень трогательно. И для меня, может быть, я человек, который как раз жил в эпоху, когда мы писали друг другу письма, очень много, отправляли открытки. И радует то, что вот, несмотря на сложность геополитических процессов, которые мы сейчас переживаем, почта работает, и приходят открытки, пришли из-за границы, из Казахстана, из Германии, от моих друзей из Дании. Вот, поэтому вот такие вот маленькие, вроде бы, радости, да, они все вселяют какую-то уверенность, что мир все-таки обладает стабильностью, да, вот, равновесием. И то, что мы с вами делаем сейчас, все сообща, да, каждый участник флешмоба, это тоже такой своеобразный вклад в сохранение стабильности, сохранение человеческих отношений. И, например, в Осинском краеведческом музее мы проводим мастер-классы, и детям, особенно тем, кто только идет в школу, те, кто уже забыли
потому что не так часто пишут родители открытки, сейчас достаточно смс или сообщений в чатах. Так вот, мы детям рассказываем, показываем на мастер-классах о том, как заполняется открытка, что такое почтовый индекс, зачем он нужен, об истории развития почты в мире и, конечно же, о почте в России. Вот, поэтому Всемирный день почты, который отмечается сегодня, 9 октября, для нас он тоже такой особый трепетный день, потому что мы просто граждане Земли, и вот это вот достояние общечеловеческое, возможность общаться на расстоянии, ну и сохранить, наверное, вот это вот наше достояние является одной из задач нашего флешмоба. Я желаю всем участникам доброго здоровья, хорошего настроения, сохранения вот этих вот мостов дружбы между странами, между континентами, между друзьями. С праздником! Спасибо. Значит, Валерий, большое спасибо за космонавтов, потому что так вот журналисты сказали, что в течение года, который у нас в республике посвящен столетию нашей автономной республики, ни одно поздравление такого уровня ни один госорган не получил. То есть в республику на уровне космонавтов никто не поздравил со столетием. Только Сушков Валерий смог организовать. Поэтому тебе как бы наше большое спасибо по-якутски Махтал за то, что ты смог, что космонавты очень такой грамотный, хороший текст и вообще бальзам на сердце и распространение по всей республике. Прямо НВК, вы видели передачу, там буквально они там в восторге были от того, что ты организовал. По поводу Гашини, сейчас вот мы с Олегом Желниным, самым главным по видеосъемке, который все организовал, едем на почту, гасим твои, и там есть, которые мы разыграли, 4. Люди просто тихо спрашивают, а можно ли еще комплектик. Тут есть такие ветераны Аксакала, филателисты всероссийского, всесоюзного масштаба, они говорят: Михаил Михайлович, если вы там перед Сушковым не замолвите слово, тогда, мол, это, типа, мы с вами больше дружить не будем. Поэтому я, наверное, вот все-таки ты такой жест добрый сделал, бесплатный, надо все равно чуть-чуть немножко выкупить у тебя объемчик, так что смотри, штук 10, мы решим вопросы по финансам, ладно, хорошо? Поэтому тебе слово. Не слышно, Валерий? Включи-ка. Включил. Не включил. Включи звук. Звука нету. Но хотя можешь включить. Нажми-ка там, у тебя есть вот включить звук. В зуме. Нет, в зуме в программе вот остановить видео, там, включить звук вот сбоку. Нижний. Во-во. Все, включил. Молодец. Пожалуйста. Да, Михаил Михайлович, коллеги, добрый день. Всех поздравляю с праздником, со Всемирным днем почты. Почта нам приносит чаще всего все-таки хорошие вести, хотя бывают и не совсем хорошие, особенно в свете последних событий. Приветствую всех организаторов и участников второго всероссийского флешмоба филотуризма «Великая Северная экспедиция». И иногда еще добавляют Витуса Беллинга. Да. Вот. Я очень рад, что второй фестиваль проходит в Якутске. Мы подтверждаем факт того, что у нас многонациональная страна, и в этой стране живет более 120 разных национальностей. И Якутск в этом смысле очень достойная республика. Республика Саха, Якутия, мы ее помним как Республика Якутия. В былые советские времена там живут замечательные люди. И я рад приветствовать всех сегодня в этот интересный день. И рад, что моя инициатива была реализована нами совместно. И эту инициативу приветствовал наш
Ильдар, наш дорогой Ильдар, и, в общем-то, дал ход этому мероприятию. И ежегодно, традиционно, во Всемирный день почты мы проводим флешмоб с использованием почтовых открыток. Наше мероприятие проходит под призмой филателии, и, в общем-то, здесь мы собираем людей, которые любят путешествовать, людей, которые собирают почтовые марки, почтовые открытки, почтовые конверты и разного рода сувенирной продукции, почтовую сувенирную продукцию. Я сегодня принял уже участие, как вы знаете, выложили видео, и Задонская земля, где совсем недавно я был начальником отдела по развитию наземного, по развитию въездного и внутреннего туризма Задонской земли, разработал бренд, логотип и планы развития въездного и внутреннего туризма на ближайшие там несколько лет. И были представлены, как вы знаете, и сегодня ушли интересные почтовые открытки, представленные уникальными, на мой взгляд, почтовыми доставками, коим является и Ямская почта, и Пчелиная почта, единственная в мире, которая, в общем-то, у нас существует на Задонской земле, в селе Галичья гора, и мы отправили с единственным пчеловодом, почтмейстером, почтовую открытку с его подписью на Якутск. И я думаю, что и это еще не все. Да, мы побывали в музее сыра в Донковском районе, село Масловка, и там отправили открытку сырной почты. И еще побывали в гостях у Травника. Почта Травника тоже отправили вам открыточку с Донковского района. Записали видео, фото и уже выложили на аккаунте в контактах нашего всероссийского флешмоба «Великая Северная экспедиция». Я думаю, что Якутия в этом году получит большее количество открыток, почтовой корреспонденции, и это будут хорошие такие музейные экспонаты. И хотел бы поблагодарить за то, что Якутск принял эстафетную вот эту вот палочку для того, чтобы организовать всероссийское мероприятие. И я очень рад, что нам удалось через Роскосмос заполучить видеоприветствие. Я думаю, что это видеоприветствие является нашей визитной карточкой нашего мероприятия, безусловно. И новые космонавты, которые вступили на вахту МК-68, выступили такими космическими почтмейстерами и передали нам большие приветы там прямо из орбиты на высоте 419-420 километров, которые находятся от нас. Поэтому я желаю всем удачи, удачного проведения, побольше, чтобы приходило в штаб-квартиру города Якутска почтовой корреспонденции. И, надеюсь, после подведения итогов мы дадим огласку и уверен, что будет больше 200. Ну, всем привет. Надеюсь, у нас уже, наверное, у самих, наверное, больше 100 точно будет. Пермский край у нас как был основоположником, так и останется в истории и так далее. Поэтому пермякам большое спасибо. Ну, а Валерий с оригинальным подходом по почте, я так понимаю, если есть сырная почта, то вообще можно придумать, и у нас есть, растет земляника, растет красная смородина, можно и до этого дойти. Ну, потом, Валерий, поговорим. Да, я специалист в этом направлении, да. И не зря у меня есть проект под названием «Почтовое приключение», поэтому в этом смысле я готов выступить в качестве эксперта и оказать вам содействие для запуска таких уникальных почтовых корреспонденций. Да, это интересно. Хорошо. Просто слово «сыр» означает, что это в сторону так продовольственной безопасности движется, поэтому интересно. Ну, госпоже Панковой
Перми. Вера Петровна Панкова, директор Да. школы номер 34 города Твери. Да, Тверь, Нет. в 2023 в следующем году Да, вот. будет принимать почтовые открытки и уже сейчас начала готовиться. Очень много жителей Твери, Тверской области выразили интерес к этому нашему проекту. Вот. Но сегодня воскресное раннее утро, и, конечно Да, же, еще рано. всегда на посту учителя, руководители школ. И почему школ? Потому что мы в проекте маршрута Великой Северной экспедиции Беринга уделяем большое внимание именно просвещению, образованию и Да, конечно. вовлекаем школьников в изучение истории, географии нашей страны, других предметов школьной программы. Вот. Поэтому Вера Петровна сегодня представляет Тверское сообщество. Да, но Вера я Петровна, вам все-таки... слово. Я хочу сказать мысль, что Пермь у нас как была, значительный контакт осталась, и теперь мы как бы вот уже передаем эстафету Твери, и следующий, потом еще будет Санкт-Петербург. Вроде бы как-то мы то пошли на восток, то вернулись на запад, да, но на самом деле очень важно сейчас выработать некие предложения по такому шаблону, чтобы вот написать желательно это. У нас должна появиться, как мы разговаривали уже с Еленой из Калининграда, что нужно какой-то такой набор типа франшизы, то есть некой такой... Как раз Вера Петровна сейчас... Вот она, наверное, сможет организовать четко своим мощным коллективом, но с сохранением такой интерактивности. Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, с Ильдаром мы знакомы лично, остальных я очень рада видеть. И тоже думаю, что вы не против, что я вас называю дорогие друзья. Конечно. Тверь сегодня активно принимает участие во второй вот этой всероссийской акции, посвященной Великой Северной экспедиции. Сегодня днем у нас вот примерно 60 человек, которые были первые зарегистрировались, это наши дети. У нас есть армейский отряд «Дети Беринга». Вот, они будут принимать участие в акции. Видео вы увидите это. Я тоже подготовилась, я вам уже отправляла фотографии, те открытки, которые лично я буду отправлять. Вот эти 3 открытки были приобретены в Государственном историческом музее. Совсем недавно мне удалось там побывать. Вот я купила 3 такие открытки, они полетят в Якутск. Ну и вот эта открытка с видом города Твери. У нас ребята вот такие открытки будут отправлять, только разных видов. И сегодня мы встречаемся днем, все вместе, дружно, весело. Именно в микрорайоне Соменко, где находится наша школа. Здесь есть почта. И в этом плане мы именно пользуемся почтой России. И по почте России мы отправимся наши открытки. Надеюсь, они дойдут до адресата. Надеемся. Еще я хочу отметить, почему именно Тверь. Ну, так вот мы решили, будет в 2023 году принимать эстафету от Якутска. Я уже вчера сказала, что Тверь – это старинный город, в 1135 году основанный. Тверь – это город воинской славы, и Тверь находится на берегу великой реки Волги, с двух правый и левый берег. Так вот расположена сама Тверь. А наша школа 34-я находится на берегу маленькой речушки, которая называется Соменко. Ее чаще называют еще ручей. Так вот эта речушка Соменко, она впадает в Тверцу, а Тверца впадает в Волгу. И уже есть точные данные, что именно вот в этом месте, где наша река Соменко впадает в Тверцу, в 1733 году были верфи, здесь строились корабли, здесь сам был лично Витус Беринг, который все это контролировал, и здесь были сформированы 7 академических отрядов. То есть 1000 человек приехали, которые сначала строили корабли, потом занимались их снабжением и так далее. Именно отсюда 7 академических отрядов отправились в Великую Северную экспедицию. Вера Петровна, 6 морских отрядов, да, и чуть позже 1 академический, извините. Вот так, ну, я не знаю, спасибо, Ильдар. Вот, у нас как-то так вот говорят 7 академических, но будем исправляться, будем читать внимательно и так далее. Но на самом деле у нас есть такой краевед, Панюхин Сергей Юрьевич, который очень серьезно занимается этим вопросом. Именно он начал развивать эту тему в нашем городе. Вот он написал уже определенные... Ой. Так, Вера Петровна, видимо, зависла.
Такое бывает. Сергей Да. Панюхин действительно очень много делает у него большой вклад в изучение истории экспедиции Беринга. Он издал книгу, которая является достаточно серьезным трудом. Ну и, конечно же, жители Твери сейчас заново открывают страницу истории, которая связана с историей России XVIII века, с великими географическими открытиями. Да. Вера Петровна, есть Да. звук? Нет. Наверное, мой компьютер. А, вот Слышно? да. Да, вот Слышно, слышно. сейчас стало слышно. Немножко А вы знаете, завис. что еще? Я не знаю, я сейчас к организаторам обращаюсь. Я когда услышала то, что, ну, действительно будут призы, но я не знаю, если это возможно, я хочу, чтобы организаторы взяли во внимание, что я хочу тоже предложить 5 вот таких вот призов. Значит, 4 это комплекты открыток именно с изображением Твери. Их в дальнейшем те, кто будут, так сказать, вы кого определите, можно отправить по бандеролью, ведь это тоже Почта России в дальнейшем, да, победителям. Ну и пока у меня один комплект, но если надо, вот мы найдем, тоже называется такой комплект «Живи и помни». Это он посвящен уже военным действиям различным. То есть такие 5 комплектов я объявляю как призы для победителей, кого вы посчитаете нужным. И вы им отправим бандеролью. Отлично. Вот мы, наверное, в нашей группе это все распишем, алгоритм, потому что мы предлагаем провести это мероприятие в декабре. У нас есть еще время, чтобы что-то собрать и в республике, и вот таким образом это дистанционно можно сделать. Ну и как бы децентрализованная будет рассылка этих призов. Еще плюс, ну, мы как бы подготовимся, и у нас в декабре будет открытие выставки республиканской, приуроченной к Петру Великому. То есть тоже как бы вот мы станем частью республиканского большого мероприятия открытия. Поэтому это тоже неплохо. И там как раз мы сделаем акцию передачи Твери, и как раз там, ну, наш сценарий будет встроен в какой-то мере вот в рамках этой подготовки к выставке. То есть, Хорошо, тогда мы с вами на связи. Да. Мы Мы подключаемся к этому мероприятию, официальной передаче эстафеты от Якутска в Тверь, и приглашаем из Петербурга на это мероприятие тех, кто в 2024 году будет принимать эстафету. Поэтому у нас мероприятие действительно долгосрочное. Это не только сегодняшний день почты всемирной, но и все, что предстоит в будущем, в самом ближайшем, да, это встречи, подготовка проекта на 2023 год в Твери, уже на более масштабном уровне. И вот первые 2, назовем так, пробных мероприятия мы провели, посмотрели. Пилотные мероприятия приносят свои плоды, достаточно интересные, полезные. Вот, поэтому это дело, конечно же, имеет смысл развивать дальше. Ну вот есть поговорка «Бог любит Троицу», поэтому у нас Тверь попадает на Троицу. Поэтому я думаю, у вас все получится. Я вообще местами удивляюсь, почему Москва столица нашей республики, нашей страны, ну Тверь-то в этом плане транспортном отношении не менее удобно, чем Москва, но ладно, об этом не будем говорить. Есть своя логика. Есть своя логика и в нашем проекте, в городах, то есть у нас нет такой вот какой-то линии, связанной с иерархией городов или с направлением восток-запад. Самые активные люди в нашей стране открыто говорят, мы хотим приложить какие-то определенные усилия для того, чтобы праздник в Всемирный день почты был именно в этом городе. Поэтому здесь логика такая, это очень правильно. Желание людей. И еще при всем при этом как бы